Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года для Девы. Теперь карта недели у нас. Дама червовая. Это отношения, работа, финансы, удача недели, проблема недели, совет недели. Так, дама червовая для Девы выпадает. Карта говорит о том, что какие-то перемены в доме происходят, перемены в семье. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Может быть прибавление в семействе, там как рождение ребенка, или может быть там сноха зять, да, вот если более взрослые дети. Может быть приезжают там к родителям дети, или наоборот дети к родителям. То есть, в общем, здесь у нас какие-то перемены в доме происходят. Кроме того, эта карта еще и качественных перемен, то есть перемены статуса. Вообще карта, конечно же, больше всего связана не только с домом, да, а вот именно с какими-то перемещениями. Допустим, очень часто эта карта показывает переезд, да. Может быть, кто-то там на дачу, допустим, переезжает или еще куда-то, у кого какие возможности. Но если, конечно, сейчас ситуация там с поездками затруднена, то тогда, значит, это значение карты не будет реализовано. И вообще, это карта неожиданных перемен. Знаете, не тогда, когда мы вот готовимся к этому долгое время, да, и нам легко как-то, вот у нас есть настрой, а вот просто что-то происходит такое резкое, неожиданное, и нам нужно реагировать, нужно как-то привыкать, входить в ситуацию и так далее. А теперь у нас отношения. Восьмерка бубновая говорит о том, что для тех, кто в поиске партнера, есть возможность знакомства. Это когда мы сами не стараемся, а вот жизнь нас сводит с людьми, с человеком, который нам по судьбе дан. То есть это вообще у нас кармическая карта, которая говорит о том, что приходят в жизнь люди, которые нам предназначены судьбой. То есть это вот встреча, которую нельзя запланировать, встреча, которая происходит там вопреки, да, чему-то. То есть вообще ничего не делаем, просто человек появляется и все. И тут уже, конечно же, все зависит от кармы, да, то есть от судьбы каждого из нас, какой человек именно нам положен, такой и приходит. А теперь для тех, кто в паре, семерка пиковая. Карта говорит о том, что для вас очень важно какое-то известие, да, вот, вот у нас эти карты, они очень сильно связаны между собой. Это перемены в доме, да, а это неожиданные известия, вот, которые вот приходят и удивляют вас обоих. Это карта, которая может говорить о каких-то документах, о каких-то бумагах, о каких-то сделках, которые вот вас будут волновать на этой неделе. И это будет как раз вот эти перемены в дом нести. Кстати, это может быть и, допустим, оформление покупки, продажи там, недвижимости или заключение брака, вас самих, там, ваших взрослых детей или еще что-то такое очень важное. Для кого-то там выход на пенсию. В общем, когда происходят какие-то перемены, подтвержденные документально, либо это просто бумаги, то есть это счета на оплату, это разные налоги и все такое прочее. Это новости, которые нас удивляют. Может быть, кстати, очень часто идет вот по этим картам получение каких-то бумаг, вот, которые наш статус подтверждают, да, допустим, какое-то свидетельство получаем, там, паспорт получаем, печать какую-то там ставим в документы, разрешительные какие-то документы, дипломы даже, если мы учились, да, то есть, что-то здесь вот связанное, знаете, с узакониванием каких-то важных моментов в вашей жизни. Теперь работа, шестерка червовая. А для тех, кто в поиске работы, эта карта говорит о том, что все меняется. Это какой-то новый поворот к лучшему. Наконец-то начинают ваши мечты осуществляться. И, знаете, это действительно та деятельность, которая поможет вам проявить себя.
Это деятельность надолго, это деятельность, в которой вы можете показать свой профессионализм, сделать доброе имя себе и так далее, и так далее. Для тех, у кого работа или свое дело, шестерка трифовая выпадает. Здесь, конечно, карты трансформации. Тут, знаете, вот как бы мы ни хотели что-то для себя вот именно в этой сфере деятельности, дорогие девы, да, здесь по-нашему не происходит. Здесь происходит так, как обстоятельства сложатся, да, здесь вот именно обстоятельства давят, они выставляют нам границы, они нас вот ведут, и мы не можем им противостоять, потому что в данном случае они сильнее. То есть так действует не просто судьба каждого человека, а так действует судьба именно целого сообщества, ну, допустим, вот там нашей страны, допустим, да, вот то, что происходит в стране, очень сильно влияет на деятельность, на работу, особенно тех, кто вот относится к этому знаку, да, вот именно к знаку Девы. Видимо, вот как раз ваша деятельность попадает под такие трансформации, под такие перемены. Но эта карта говорит о том, что мы всегда можем вот эту энергию направить себе на благо. Если мы не будем сопротивляться, если не будем цепляться за прошлое, если будем меняться вместе с жизнью, если будем новшества вот эти вносить в свою профессию, то все здесь оборачивается только нам на благо. То есть чем вообще хороши вот такие вот моменты, да, сложные, когда мы не преодолеваем что-то серьезное, а стараемся быть в потоке, но использовать это себе на благо. Мы понимаем, что нам нечего жизни бояться. Мы понимаем, что нам в любом случае любой вопрос по плечу, что мы сильные, что мы способные, да, что мы можем в любую ситуацию обернуть себе на благо, на пользу. То есть это повышает нашу самооценку, это дает нам уверенность в себя и в жизнь. То есть, ну, очень даже хорошо здесь все может обернуться, если не цепляться за старое, если не бороться, а наоборот стараться как бы идти в ногу с переменами и делать так, чтобы нам от этого было хорошо. Деньги для тех, кто получает зарплату. Валет пиковый говорит о том, что, скорее всего, здесь либо новая работа, и пока еще нет зарплаты, либо частичная какая-то оплата, может быть аванс, да, что-то такое. Либо вы можете дополнительно какие-то, допустим, какую-то работу делать, та, которая относится не к вашей работе, да, а просто какие-то вот дополнительные еще услуги оказываете, и за это получаете деньги. Для тех, у кого свое дело, здесь туз трифовый, карта говорит о том, что здесь могут вот именно в финансах быть какие-то подарки от судьбы, да, здесь, несмотря на то, что сложности в работе, могут приходить деньги, допустим, от семьи, от родителей, от близких людей, от супруга-супруги. Здесь могут давать, ну, как приносить деньги какие-то сделки заключенные, серьезные, да. В общем, в принципе, здесь вот с деньгами все в порядке. Но тут самое главное выполнять свои обязательства. Вот если, допустим, вы брали на себя какие-то обязательства, да, то вот если не будете их выполнять, то вот в сочетании вот эти карты говорят о том, что вы обязательно можете себе, ну, как бы такой вред нанести таким образом. То есть обязательства нужно обязательно выполнять, как бы не было вам сложно и трудно, чтобы не портить свою судьбу, чтобы не портить себе жизнь в дальнейшем. А теперь удача, дама бубновая. Удача этой недели в том, чтобы легко меняться. Вот эта карта тоже таких перемен неожиданных, когда мы вот просто, даже если мы старались, готовились к чему-то, да, все равно для нас это неожиданно. И нужно очень хорошо, легко реагировать. Нужно вот на эту новую жизнь соглашаться, на эти новые перемены идти легко. В этом удача будет. Если же мы сопротивляемся, то удача от нас отворачивается. Проблема у нас король бубновый. Карта говорит о том, что проблема как раз вот в том, что мы не хотим улучшать и как-то менять свою ситуацию, менять свою профессию или как-то расширять свои полномочия, брать на себя новые обязательства, новую ответственность и так далее. То есть здесь вот
нам, допустим, власть диктует что-то, или события, которые в нашей жизни происходят, они нам что-то диктуют, а мы сопротивляемся, и в этом проблема. Мы бы могли, допустим, себе это на благо пустить, мы могли бы заработать, мы могли бы новую профессию начать для себя, да, там обучение или даже, может быть, просто свою же профессию, но как-то в новом приложении, а мы тормозим, мы не хотим, мы цепляемся, и в этом проблема. Совет девятка пиковая. Карта говорит о том, что нужно двигаться постепенно. Не нужно делать больших рывков каких-то, даже если происходят какие-то перемены, нужно дать себе возможность как-то это осознать, привыкнуть к этому, приспособиться, да. И также карта говорит о том, что нужно думать о стабильности, о деньгах, о самом необходимом, то, что дает нам возможность там жить, выживать, иметь деньги. То есть не нужно сейчас себе каких-то там замков воздушных рисовать. Тут самое главное сейчас, чтобы была стабильная жизнь и защищенность. Вот это как бы главный ориентир. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.